Айтсаңыздар, азыр менде мындай маалымат бар, что азыр деген пшеницаны Казахстандан никак нам, членам ЕАЭС, отпускают, а как вообще третьим странам деген ушундай маалымат чынбы? Мен айтып кетелін, азыр мындай ситуация, те экспортеры в Казахстане, они оказались в не лучшей ситуации. Казахская продкорпорация, есть такая компания в Казахстане, которая заведует всей этой кухней. Они сказали, пожалуйста, если хочешь экспортировать, 30% по тем ценам, которые мы даем, сюда положи, пожалуйста. То есть это получается ущемление тоже определенного бизнеса. Но еще больше я до вас вот сказал, что казахское правительство сегодня очень долго мудрило. Наш Минсельхоз здесь есть. Они по сей день ведут переговоры. Вот не дадут мне вся информация, я получаю вот от Союза мукомолов. И они говорят, мы зерно не дадим вам. Квоту на зерно обещали. Нет, берите муку. То есть они поддерживают своего производителя. Я о чем вот хочу вам, уважаемые коллеги, сказать. Мы, когда доходит до нашего производителя, почему-то мы начинаем внимательно изучать все. До 3-го, до 7-го колена. Не хотим поддержать. А зато соседа с удовольствием бежим. Вот мы просто у нас в стране огромная, уважаемые коллеги, импортная мафия. То есть которая ничего не хочет производить, хочет только привозить и зарабатывать. То есть наши соседи-казахи, они таким образом, видимо, как я поняла, да, на свой стабилизационный фонд, ну, там, да, видимо, оттуда собирают деньги, да? Они, боятся, на всякий случай. А это не является нарушением наших согласованных правил? Безусловно, это нарушение. Или Жалбехна, безусловно, это нарушение, это все нормы ЕС. Минэконом послушаем. Пожалуйста, я считаю, что это огромное нарушение. Мало того, что поднялся доллар, да, что отражается на себестоимости, причем очень сильно, да, мы я думаю, депутаты все, кто сейчас помогает гражданам при покупке муки, при раздаче, да, вот они столкнулись с этими ценами, и на местах люди жалуются, то, что антимонопольная служба, допустим, не соблюдает ценовую политику, но по факту, если приходить, если казахи, соседним государством, от которого мы, в принципе, зависим в этом плане, вот так поступают, зачем тогда вот мы соблюдаем правила, когда кому-то выгодно, но когда нам нужно, эти правила не соблюдаются. Как на это реагирует ОКМЭТ? Как вы в этом плане помогаете? Ну, вот пусть решают. Вы в курсе вообще об этом? Да, Эльвира. Эти вопросы уже с начала вот этой ситуации практически еженедельно проводятся переговоры с партнерами по ЕС. А с кем конкретно кто разговаривал, можете сказать? Вот сегодня в 2 часа начался заседание Высшего Совета Евразийской экономической комиссии. Мы 3 недели на карантине, и вы только сейчас начинаете разговаривать? Нет, до этого было на уровне Совета, на уровне ЕЭК. Вице-премьер-министр на уровне своего визави разговаривал. Сегодня в 2 часа идет заседание на уровне глав государств. И эти вопросы мы полностью подготовили, передали. Вы примерно понимаете, насколько это влияет на цены? Мукомолы могут сказать? Да, здравствуйте. Значит, вот стабфонд, когда формируется, любой экспортер с Казахстана должен 30% экспортированного товара отдать в стабфонд по самой низкой цене. Для простых граждан на 4 сома. На 4 сома удорожание идет муки и зерна для нашей страны. Хорошо, на одном мешке муки 200 сомов. То есть из-за того, что наш Минэконом и ОКМЭТ так долго реагирует, у нас народ сейчас покупает на 250 сомов муку в мешках дороже. Я правильно сказала? Правильно? Сейчас казахстанская мука подорожала 1600, 1650, 1700 сомов стоит. То есть удорожание идет за счет того, что они в стабфонд забирают 30% свои. Понимаете, вот когда такие законопроекты приносят, это последствия в основном каких-то нерешенных проблем. Вот конкретно здесь Министерство экономики – это ваш большой минус. Я бы хотела попросить, чтобы вы, когда мы в следующий раз соберемся, на следующей неделе будет когда заседание, вы пришли уже либо с готовым решением, либо с отказом. То есть мы признаем, что в ЕАЭС мы самые бедные сироты и вообще никому не нужные родственники. Вот это еще один такой пример, очень большой и очень печальный пример. И меня это очень сильно расстраивает, потому что об этом почему-то сейчас нигде не озвучивается, но это конкретно ваш минус.
И вы должны это признать. И пока мы сейчас не спросили, вы сейчас, я думаю, это вы сейчас говорите о том, что да, идут какие-то разговоры. До этого 3 недели на карантине вы об этом не говорили. То есть мы доходим до того, что мы вынуждены освобождать от НДС, принимать у себя внутри непопулярные решения, да, когда в то же время, когда международные договоренности нарушаются, и мы никому не нужны. И, видимо, мы не тех людей назначаем на ответственные должности, которые не могут решить проблемы. Спасибо. Только крупные предприятиялар ошол 800 миллиондук кредиттен 400 миллион алып турсуңар. Ошончолук эле мындай баардыгын ойлосоңуздар бүт производительдерди. Калган орто кичине, мисалы мен чүйдөгү ишкерлер менен сүйлөшсөм, производственниктер менен, биз алган жокпуз дейт. Эмнеге? Бул чоң суроо. Анан, Экмат Журпаевич, это я не вам задаю. Я понимаю, что у вас конфликт интересов, вам лучше не отвечать. Спасибо. Нет, я сказал, я не брал еще и не возьму, наверное. Ну, вы все равно, вы лоббируете 5 лет, это неправильно. Во-первых, я считаю, что Дастан Далбаевич правильно говорит, 3 года это потолок. Надо, с учетом того, что расчет на разработку вакцины идет март 2021 года, даже 2 года, это будет уже достаточная сумма. Почему? Потому что, когда мы доходим до простого населения, то есть те, кто голодают, мы коммунальные услуги не списываем, налоги малому бизнесу не списываем, от кредитов мы им не даем никаких этих льгот полных, ни дешевые кредиты, ничего государству не предоставляем, но при этом богатый мукомол у нас получает 800 миллионный кредит. Председатель Мукомолов на этот вопрос тоже, наверное, постесняется ответить, потому что это правда. Частные компании, конкретно вот Сокулукты кыдырганда частной компаниями сүйлөшсөм, кичинекей фирмалар албаптыр. Почему? Потому что определенные банки, уважаемый замминистра экономики, это комментарий в ваш адрес, определенные банки не выдали им кредиты. Видимо, все-таки, когда у тебя есть власть и ты депутат парламента, тебе легче договориться. Я не про вас говорю, может быть, про других лиц, или ты являешься как бы представителем власти. Они получили кредиты, а другие компании нет. Это несправедливо. Тогда давайте, чтобы этот 800 миллионный кредит под 8%, которые вы выдали мукомолам, должны получать все производственники в равных долях и пропорциях. Будьте честны до конца, иначе это вообще, я считаю, что это очень несправедливо. Это раз. Во-вторых, 5 лет сунушту, это очень много, на 5 лет освободить от НДС полностью. 3 года тоже много, вообще 2 года и хватит. И 2 года это достаточно. Те, кто сейчас будет говорить о большем, имейте совесть, потому что остальной бизнес, который вообще малый бизнес, они остаются на улице. Сегодня я задала вопрос вице-премьер-министру Боронову. Если у него в залоге у малого бизнеса дом, будут ли отбирать дома? И он мне отвечает, что они не могут коммерческим банкам приказать, они будут рекомендовывать. А мы тут вас будем на 5 лет, что ли, освобождать? 2 года – это мой сунуш, и мен ойлойм, буну караштырыш керек, это потолок. Рахмат. Мен жөнүндө айтып калды Эльвира Жоловиевна. Bir вопрос, Эльвира. Я лоббирую интересы народа, еще раз хочу подчеркнуть. Почему? Я вам скажу. Вот сегодняшнюю ситуацию я предвидел. Вот Экмат Журпаевич, минутку, давайте не будем говорить. Вы так говорите, что я лоббирую. Я лоббирую, если бы не было, если мы раньше приняли бы, не было бы сегодняшней ситуации. В парламенте 120 депутатов, половина предпринимателей. Если каждый за свой бизнес будет говорить, народ вообще с голоду помрет. Давайте не будем ругаться. Айнура Шемат, тоготер сунушуңарды айтып келе болду. Менин сунушум 2 жыл, и мен ойлойм, урматтуу коллегалар, ошол сунушту сиз колдоп бериңиздер. Голоско келип аткандан коебуз.